Все, да? Можно, да, начинать? Начинаем, да? Угу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня у нас, можно сказать, знаменательное событие. Мы присутствуем при создании Республиканского методического объединения учителей РКС и основ духовно-нравственной культуры народов России. Уважаемые друзья, вы знаете, наверное, о том, что... Нет, я неправильно сказала. Не надо вас убеждать в том, что оказание действенной, методической и иной помощи учителю для оказания действенной методической помощи учителю метод объединения – это наиболее эффективный вариант как раз проведения в жизни вот такой деятельности. Это наиболее оптимальная форма. И нам очень важно выстроить систему в работе, начиная от школьного методического объединения, кончая республиканским методическим объединением, так называемую вертикаль. Такая необходимость для учителей РКС, она назрела давно. И вот мы сегодня создаем районное методическое объединение. Повестка дня. Повестка дня, уважаемые друзья, вам знакома, она перед вами, те, кто сидят там у себя. Вы тоже, уважаемые друзья, знакомы с повесткой. И первый вопрос – это мое небольшое сообщение. Второй вопрос – проведение итогового занятия, вопрос из опыта работы школы. И мы пригласили учителя из Объятчевской школы Прилукского района о проведении итогового занятия по РКС. Третий вопрос – обсуждение и формирование плана работы районного методического объединения. И четвертый вопрос – это принятие положения, утверждение состава районного методического объединения, выборы руководителя МО. Вот такая повестка дня. Уважаемые друзья, кто находится в формате онлайн, мы просим вас, ваши предложения здесь нам написать, и мы все ваши предложения учтем. Наше объединение по РКС, как мне представляется, органично войдет в республиканское учебно-методическое объединение в системе образования Республики Коми. И я думаю, что вы тоже знакомы и с приказом, на основании чего мы создаем наше методическое объединение. И надо сказать о том, что была проведена большая предварительная работа по данному вопросу. Вот кто желает из вас познакомиться поближе с документами, с обоснованием республиканского методического объединения, можно выйти по ссылке и посмотреть выступление на круглом столе «Роль методических объединений в профессиональном развитии педагога». Вот совсем недавно было такое заседание при министре образования Республики Коми. Нет, наверное, необходимости останавливаться на актуальности создания такого методического объединения. Не надо никого убеждать. И, наверное, мы с вами и цели, и задачи нам все понятны. И самое главное, и основная наша цель – это оказание действенной, оперативной помощи учителю РКС и учителю основ духовно-нравственной культуры народов России и повышение качества преподавания и предмета, и данной образовательной области. Концепция нашего республиканского методического объединения. В принципе, все методические объединения, которые создаются, они создаются по всем предметам. У нас в республике вот эта вертикаль выстраивается. Они, в принципе, они идентичны. Но мне кажется, что особенностью нашего методического объединения может стать творческая группа, постоянно действующая, вот она здесь обозначена, постоянно действующая творческая группа, предназначение которой вот как раз оперативно решать
очень многие вопросы, которые мы не можем решить быстро, допустим, с районами или еще с какими-то другими структурами. Вот это первое. И эта группа уже начала складываться. Мы приглашаем всех желающих в эту группу войти. Кто желает, пожалуйста. Мы будем только рады. Значит, вот это такова структура. И еще особенностью нашего объединения будет то, что мы будем теснейшим образом связаны с методическим объединением учителей начальных классов, потому что РКС преподают учителя начальных классов. Нам необходимо будет выходить на эту структуру. Далее. Мы будем связаны с методическими объединениями тех учителей-предметников, которые ведут РКС и основы духовно-нравственной культуры народов России. Видите, так очень широко у нас получается. А также с методическими объединениями классных руководителей, которые, то есть вот где созданы эти методические объединения, мы с ними будем взаимодействовать. Поэтому структура, вот она вертикаль, о которой мы говорили, вот она здесь и выстроена, эта вертикаль. И особенно и роль творческой группы я тоже здесь постаралась подчеркнуть. Творческая группа – это оперативный такой орган совещательный, и который очень может быстро, мобильно реагировать на все, что происходит. Творческая группа. В творческую группу мы приглашали людей, очень уважаемых, заинтересованных, которые, в общем-то, уже поработали в этой области и духовно-нравственного воспитания, и которые ведут опорно-методические площадки. Ну вот, наверное, очень многим знакома Пирская Людмила Юрьевна из НТ, да, мы у нее были на курсах, да. Вот Людмила Юрьевна сейчас будет в Воркуте, и нам она тоже, да, я думаю, окажет действенную помощь. Или вот Сердитова Людмила Васильевна, пожалуйста, второй раз участник конкурса за нравственный подвиг учителя и второй раз победитель на республиканском уровне. Вот Людмила Васильевна тоже мы знакомы, да. Значит, также участвует весь наш состав нашего центра воспитания. Мы пригласили зауча школы номер 30 города Сыктывкара Грибанову Ольгу Борисовну. Почему? Потому что первая школа, которая всегда нам дает прекрасные открытые уроки, которая проводит семинары. То есть это люди, которые уже знакомы, которые внесли вклад вот как раз в развитие РКС у нас в Республике Коми. Формы организации. Формы организации самые различные. И в плане работы, вы, наверное, это видели, нам рекомендовали и Министерство образования провести по 4 заседания в год. Естественно, эти заседания мы не можем со всей республики собирать 4 раза в год. Мы в системе онлайн, естественно, будем, и в системе, может быть, где-то индивидуального взаимодействия решать вот эти вопросы. Но заседания мы будем проводить эти, и вот, коллеги, можете познакомиться, это план уже более совершенный. Здесь предлагаем ряду районов уже выступить по обмену опытом. Также экспертной деятельностью будем заниматься, проводить видеоконференции, публикации рассматривать, разрабатывать методические рекомендации и так далее. При планировании работы мы, конечно, учитывали те проблемы, которые выявил наш региональный мониторинг, который ежегодно проводится. И вот эти проблемы, они здесь обозначены, просвечиваются. Кроме этого, в каждый район мы послали анализ по данному району тех достижений, и, может быть, каких-то недочетов, которые выявил мониторинг. Мы просим очень серьезно к этому отнестись и посмотреть, так оно или нет, то есть проанализировать деятельность учителей РКС в своем районе и результаты выявить, потому что только на основе аналитической деятельности мы можем грамотно строить работу республиканского методического объединения. Вот, пожалуй, все, что мне хотелось сказать о
республиканском методическом объединении мысли, которые вот возникли, какие-то идеи. И позвольте, пожалуйста, перейти ко второму вопросу. Если у вас вопросов не возникло, может быть, у вас возникли вопросы, вот потому что я говорила? Или вопросы потом, да? Тогда давайте перейдем мы с вами ко второму вопросу. Почему мы пригласили именно Людмилу Васильевну по обмену опытом? Потому что мониторинг наш показал следующий результат. Итоговое занятие в форме защиты проектов проведено в 97,64 школ и классов. То есть у большинства школьников итоговое занятие проведено. Удовлетворены в значительной степени 87,93 из тех, которые ответили, что занятие проведено. То есть 13% неудовлетворенных занятием. Это учителя отвечали, это учительские ответы. Значит, 13% не удовлетворены. И нам очень важно знать причины этого неудовлетворения. Значит, не удовлетворена 10-я часть педагогов. Это примерно 37 человек из числа опрошенных. Если учесть, что на каждого обучающегося в этом учебном году учителя, которые приняли участие в мониторинге, приходится примерно 16-17 детей, то можно умножить, простое арифметическое действие выполнить, итоговое занятие неудовлетворительно проведено примерно у 600 школьников. Это уже цифра очень большая. 600 детей – это уже цифра значительная. А не проведено у 144 детей. Так, примерно, ну, на прикидку. Отсутствие итогового занятия или его некачественное проведение – прямое нарушение нормативных документов о преподавании РКС, где прямо сказано: предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. Это пункт 7 из письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 года. Называется «О направлении методических материалов РКС». Итак, я передаю слово Людмиле Васильевне. Пожалуйста, Людмила Васильевна. Сейчас мы переключим. Как переключить-то? Закрыть, наверное, сначала. Да. Так, это хорошо. Не вижу. Вот. Сверните. Ага. Вот сейчас ваша где-то здесь она на этом на рабочем столе. А нет, она тут вот. Ага. Нет. Вниз. Так. Добрый день всем. Рада видеть всех. И хотелось бы свое выступление начать со слов святителя Феофана Затворника, что воспитание из всех святых дел самое святое. Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представление о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. 18 мая в Обящевской школе состоялось мероприятие среди всех учащихся 4 классов по итогам
курса «Основы религиозных культур и светской этики». Охват мероприятия примерно составил 60 человек. Цель ставилась такая. Первое – это дать представление о мире как большой семье, приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям, дать представление о важнейших чертах, необходимых человеку – искренности, отзывчивости, скромности. И продолжать формировать представления об особенностях воспитания, об исторической, духовной, социально-культурной ценности культуры. Дело в том, что с 1 сентября я новичок, работаю в Обячевской школе. До этого я 23 года проработала в Калининской школе. И идея проведения такого праздника «Планета добра» была реализована как раз в Калининской школе еще с первых лет преподавания курса ОРГСЭ. Праздник проводился ежегодно для 4 класса с предварительной подготовкой. Были организованы встречи с тружениками тыла, посещение краеведческого музея, библиотеки, то есть шла большая подготовительная работа, храма в селе Обячево. За период подготовительной работы детям предстояло определить основные шаги по достижению намеченной цели, подумать, кому придется обратиться за помощью, советом, какие книги предстоит прочесть, какие предметы, принадлежности, снаряжение пригодится при выполнении итогового проекта, с какими предметами предстоит научиться обращаться, разработать виды деятельности, поэтапное их выстраивание, продумать презентацию. Ребята готовили сценки к празднику, выпускали газеты, делали... Например, газеты, если это модуль был «Основы светской этики», я также потом продолжила, уже вела «Основы православной культуры», значит, по этике они выпускали газету «Этикет», вот как раз процесс выпуска газеты, и другую газету – это «Семейный вестник». Выполняли проекты по теме семейной реликвии. Вот вы видите, как раз на слайде показано, как ребята приносили реликвии в доме, которые у них есть, и о традициях, и другие. В конце праздника ребятам вручали сертификаты об окончании курса ОРГСЭ по выбранному модулю. Но этот праздник было проводить легко, так как в 4 классе всего один у нас был класс, не параллель, основная была школа, и детки вот на уровне класса проходило мероприятие. Праздник в Обячевской школе отличался тем, что он был уже подготовлен для всей параллели 4 классов и был направлен на сплочение, понимание единства всех модулей и курса ОРГСЭ в целом. На мероприятии присутствовали ребята, которые изучали 2 модуля. Это основы православной культуры и основы светской этики. Организаторами выступили учителя ОРГСЭ, это я и Лихачева Елена Алексеевна, Шулепова Галина Ивановна. Они открыли праздник, настроили ребят на добрый лад, чтобы всем было понятнее воспринимать слова, которые прозвучат на занятии. Все содержание было построено по следующим блокам. Это «Россия – наша Родина», «Моя малая Родина», вот что значит настоящий верный друг, «Моя семья», «Милосердие», «Молитва», «Золотое правило нравственности». То есть вот такие были блоки. При подготовке к итоговому занятию необходимо было планировать процесс так, и мы это учитывали, чтобы он вызывал не только интерес у учащихся, но и отклик их душевных размышлений и переживаний. Элементы самостоятельного поиска – важное основание для активной мыслительной деятельности учеников. Ребята ответственно подошли к подготовке номеров. Инсценировка, например, «Мать и смерть» – это вот притча известная. Сценки про портфель, про дружбу, что всего дороже. Они выразительно прочитали стихотворение о родине, о матери, о брате, о семье. То есть каждый ребенок принял участие в каком-либо номере, никто не остался в стороне. До глубины души тронула песня в исполнении ребят о России. Главным на празднике было слово, поэтому педагоги больше внимания уделили простому человеческому общению, единению душ. Учитель музыки, Панева Ирина Николаевна, мы с ней тесно сотрудничаем, со мной вместе она разработала урок, который как раз вошел в конкурсную работу за нравственный подвиг учителя. Это интегративный урок музыки и ОРГСЭ, замечательный урок по теме православная молитва. И так вот она исполнила на фортепиано мелодию, которая заставила задуматься о самых близких людях в семье, о родителях. Учащиеся вспомнили также пословицы, афоризмы по курсу ОРКСЭ.
И твердо решили следовать золотому правилу нравственности. Всем было немножечко грустно расставаться с предметом ОРКСЭ, но тем не менее в 5 классе их ждет такой же замечательный курс, как ОДНКР. В конце мероприятия были также традиционно вручены сертификаты и отмечены ребята, активные участники республиканского конкурса сочинений, дорогие мои родители. Каждый ученик, я уже сказала, получил сертификат об окончании курса ОРКСЭ, который как раз будет размещен в портфолио ученика. В завершении праздника все дружно взялись за руки, чтобы передать тепло сердец по рукам и исполнили песню «Дорогу добра». А пожелания на ладошках, как раз, которые подготовили сами ребята, для всех присутствующих были розданы, чтобы не забывали о тех важных знаниях, которые были получены на уроках ОРКСЭ. Таким образом, духовно-нравственные качества человека будущего общества должны закладываться уже сегодня именно и на уроках ОРКСЭ, которые основаны на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку. Но также мы должны понимать и то, что решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не только в отдельно отведенных часах. Поэтому не случайно мы проводим интегративные уроки. И, значит, интеграция идет и с уроками математики, и окружающего мира, и литературного чтения. Также мною разработано занятие по интеграции неурочной деятельности в курс ОРКСЭ. И все эти занятия опробированы, они нашли живой отклик у учащихся, поэтому тоже можно использовать и всем педагогам в работе, как готовые на сайте КРИРУ. Таким образом, это уже готовый опробированный материал, это модуль «Основы православной культуры», и, значит, с разными предметами: математика, литературное чтение, окружающий мир и внеурочная деятельность. Таким образом, значит, не только на отведенных часах, но и обязательно нужно создавать духовную атмосферу в семье, в школе, в обществе. И вот этот праздник показал как раз, что все детки были собраны вместе, активно общались, было живое общение, не было презентаций, роликов, а именно они могли пообщаться друг с другом и рассказать, что их волнует на данный момент, и, значит, как вот живой отклик от сценки, от той же пословицы или от афоризма, что осталось у них на сердце. И вот эта работа должна способствовать духовно-нравственному становлению ребенка, пробуждать в нем желание делать добро. Вот такой праздник мы провели. Сценарий тоже я могу приложить, как уже доработать и предложить, потому что он еще как бы у нас в таком вот свежем, как говорится, виде еще варианте, только опробирован. Но, тем не менее, мы вот проводили праздники, когда вот в Калининской школе, тоже могу вам сказать, что и выпуск газеты, и вот эти продукты проектов, которые делают каждый вот из детей и представляет, тоже имеют очень большую ценность. Мы их все храним в электронном виде, они представлены и в портфолио детей. Таким образом, как бы ставится большой итог, большой проделанный за год работы. Что, вопросы? У нас большинство выбрали ОПК, очень мало светской этики. Конкретно вот проценты я сказать не могу, затрудняюсь, но мне завуч уже сказала, что в основном ОПК. Очень мало светской этики, и тенденция такая, что год от года вы знаете, что у нас все-таки выбирают модуль ОПК. Учителя ваши нуждаются в дополнительной помощи и поддержке именно по ОПК? Единственное, что может быть, скорее всего, вот нужны учебники нового плана. Все-таки вот морально устарели, да, учебники у Кураева. Да, у нас классы сейчас большие, дети, как говорится, пополнение идет, поэтому, возможно, вот заказ учебников только в этом. В методическом плане у нас активно работает районное методическое объединение. Я являюсь тоже руководителем этого методического объединения. Мы общаемся с педагогами, проводим ежегодно 2 раза в год открытые уроки на район. Вот, и в принципе они, мне кажется, по показателям мониторинга я уже тоже немножко изучила. Но, конечно, отдельные проблемы есть, но в целом курс востребован и учителя довольны. И у нас как бы нет как бы новичков таких, просто уже устоявшийся коллектив, который уже не первый год преподают. Вот, и поэтому, может быть, еще вот в этом плане.
Да. Ну, шажок, я сказала, мы расстались с предметом ОРКСЭ, а основы духовной и нравственной культуры ОДНКР, это у них будет в 5 классе вестись, просто будут другие учителя. Мгм. Мгм. У нас ведется эта работа, да, у нас и идет основы православной культуры в основном. Полностью у нас школа, Нина Михайловна, наверное, скажет, что учителя, вот те, которые преподают ОДНКР, у них все-таки направленность православия. В большую степень. Скажите, пожалуйста, сколько модулей вас определяют родители? 2, в основном 2, да. Но в этом году я еще раз подчеркну, что в основном основы православной культуры в большей степени и меньше светская этика, практически там. А представители каких религиозных культур у вас посещают родительский состав? Ну, на этом собрании, вот, которое было весной по выбору, я тоже выступала сама, потому что был приглашен целый зал родителей третьеклассников, которые будут выбирать вот модуль. Прямо на собрании были заполнены анкеты, которые модуль они выбирают. Представители каких религиозных культур? Ну, в основном христиан, да, православие. Православие. Угу. Но есть отдельные вот как бы, ну, в основном выбирают православие. У нас нет такого, что вот мировые культуры выбирают или что. Хотя до вот, наверное, до последнего момента и такой выбор тоже был. Вели тоже. Сейчас вот как бы 2. В основном православие. Можно по вашему выступлению? Да. Маленькое предложение. Пожалуйста. Угу. Дело в том, что в методических рекомендациях говорится о том, что итоговое занятие, оно предполагает активное участие родителей. Угу. Самом занятии. И вот здесь, возможно, на следующий год можно попробовать каким-то образом подключить родителей к этому празднику. Вот мы, например, разрабатываем проект именно семейный. У нас на этом празднике представляются семейные проекты. Мы даже благодарности пишем на семью. Замечательно. Такая-то, там мама, бабушка, папа. Хорошо. Всех перечисляем. Это очень большое. Спасибо за предложение. Да, мы, конечно, учтем. Ну, и действительно, опробировали на параллель, потому что до этого я проводила на одном классе, там родители всегда присутствовали. Единственное, что в этом году мы попробовали вот новый формат и решили, что да, хорошо, спасибо. Мы, конечно, это учтем. Всё, спасибо. Мы благодарим Людмилу Васильевну и очень за ценное дополнение Наталью Григорьевну Каменеву. Действительно, заключительное занятие предполагает активное участие родителей. Я думаю, что все педагоги это учтут в своей будущей работе. А мы с вами, уважаемые коллеги, возвращаемся к нашей повестке дня. И на повестке дня у нас предложение к планированию работы Республиканского методического объединения. Простите. Итак, обсуждение и формирование плана работы Республиканского методического объединения на 2017-2018 учебный год. Уважаемые коллеги, что планируется? Ну, мы уже говорили о том, что планируется 4 заседания Республиканского методического объединения. Тема здесь перед вами есть. Это мы постарались выбрать те, которые наиболее болезненные, не будем говорить, но наиболее актуальные. Это обсуждение результатов мониторинга, что у нас действительно в каждом муниципалитете происходит, каковы особенности там преподавания, каковы потребности учителей именно этого района. Вот нам это очень важно. Далее. Так. Далее. Это
организация пропедевтических курсов к РКС тоже проблема исключительно важная, потому что 34 часа, которые выделяются в 4 классе на РКС, это большое время, но оно все равно незначительно для того, чтобы сформировались ценностные представления детей. И поэтому детей нужно готовить к РКС. У нас в республике эта работа ведется. И у нас есть замечательный опыт в муниципалитетах. Мы с этим опытом тоже хотим познакомиться подробнее. В частности, вот мониторинг показал, что в Воркуте опыт разработки моделей реализации основ духовно-нравственной культуры народов России есть хороший опыт, и мы предлагаем в Воркуте с этим опытом выступить. Также приглашаем представителей других районов. Обсуждение итогов выбора модуля РКС – это очень важный вопрос. Соблюдение регламента выбора модуля – этот вопрос в мае будет стоять у нас с вами. И также выявление потребностей учителей РКС как в организационно-методическом плане, так и в материально-техническом. Вот в частности, уже прозвучала одна из проблем – учебники, да? Мы хотим все-таки все точки над «и» поставить в этом плане и посмотреть реальные потребности каждого района в учебниках по каждому модулю. Вот такие важные для нас задачи. Это районные республиканские методические объединения. Другие мероприятия, что сюда входит? Я подробно здесь не буду зачитывать, но хотелось бы только просто несколько буквально сказать слов. Это обсуждение проблем насущных, это рецензирование. Коллеги, мы к вам будем обращаться с этими вопросами. Пожалуйста, не откажите, нам ваше мнение очень важно. Это презентации различных проектов, программ, различных методических рекомендаций и так далее. Это проведение мероприятий, в частности, например, олимпиад, конкурсов, по каким вопросам пойдет обсуждение? Это планы работы методических объединений в муниципалитетах. Вот мы каждый год в мониторинге даем вопросы по этому, но до конца нам так и не удается выяснить. Такая общая картина возникает, но что в каждом районе происходит. Поэтому знакомство с планами работы методических объединений, представление лучшего опыта нам исключительно важно. Качество преподавания и от чего оно зависит. Методические рекомендации по актуальным проблемам, в частности, по выбору учебников. Вот проблема есть учебников, по выбору учебников, а также и другие. Модели реализации основ духовно-нравственной культуры народов России в 5, 6 и уже в 7 классе. Организация пропедевтических курсов РКС с 1 по 3, передовой педагогический опыт и другие вопросы, которые входят вот в эти мероприятия. Вот таков план. Значит, вот этот план новый уже мы вам всем вышлем на ваши почты электронные и попросим вас внести свои предложения, уточнения, дополнения и замечания. И будем вам очень благодарны. Вот по плану работы. Но я предлагаю, предложения какие будут? Принять за основу вот то, что мы вот здесь уже принять за основу, да? Я прошу проголосовать. Кто за то, чтобы принять за основу вот тот план, который здесь у нас намечен? Спасибо. Вот. Я прошу тех, которые в системе онлайн, тоже выслать свои замечания и выслать свое голосование за план, или, может быть, воздержались, или, может быть, кто-то и против. Третий. Какие у нас повестки? Четвертый вопрос нашего плана – это принятие положения, утверждение состава, выборы руководителя Республиканского методического объединения. Я передаю слово заведующему нашим центром воспитания и дополнительного образования нашего института Кальницкой Татьяне Сергеевне. Пожалуйста, Татьяна Сергеевна. Добрый день, уважаемые участники нашей онлайн-трансляции.
И мы переходим к формальной, скажем так, части нашего собрания, заседания сегодняшнего, первого установочного. Это выборы, да, председателя нашего метода объединения, заместителя председателя, секретаря и утверждение, собственно, предложенного плана работы. Каким образом будет происходить процедура выборов? Так как утвержденным положением, вот, к сожалению, утвержденное положение мы вам выслать пока не смогли, да, он находится на подписи в Министерстве образования достаточно долго, но по информации достоверной про тот проект, который вы получили в рассылке, он утвержден. В соответствии с положением выборы председателя, заместителя председателя, секретаря проходят открытым голосованием. Поэтому каким образом мы будем предлагаем, да, это организовать? На кандидатуру председателя выдвигаются два уважаемых человека, два специалиста. Сейчас откроем и представим их. Прошу прощения за небольшую, да? Итак, две кандидатуры предлагаются на пост председателя метода объединения учителей ОРКСЭ. Мищенко Нина Михайловна, методист Центра воспитания и дополнительного образования Института развития образования, специалист с большим стажем, многие из вас знакомы с ней лично, многие заочно, разработчик методических материалов по данному предмету и в настоящее время ответственный куратор предмета за методическое сопровождение этого предмета в республике. Сулеймов Владимир Александрович, доктор культурологических наук, профессор Сыктывкарского университета имени Екатерины Сорокина, советник при ректорате по стратегическому развитию Института развития образования. Он курирует вопросы, курирует специальность в университете, теологию, новую специальность и подготовку специалистов в этой области. Поэтому на ваш взгляд, да, путем открытого голосования мы предлагаем выбрать из двух кандидатур председателя. Заместитель председателя может быть избран из членов метода объединения. Членам метода объединения вы присылали от районов, да, мы собирали предложения, и список этот у вас также имеется. Мы предлагаем каждому члену методического объединения выступить, предложить себя, да, в качестве заместителя председателя, если такая возможность у вас есть. Если есть такое желание, то тоже изъявляйте его. Но наше предложение такое, что заместителя председателя и секретаря соединить в одном лице, и в данном случае я предлагаю свою кандидатуру на этот пост. Повторюсь, что вы также можете, каждый из вас, на этот пост претендовать в полной мере. Что еще нам нужно знать? В соответствии с положением ОРМО есть обязательный состав метода объединения. Это представители, по одному представителю от каждого муниципалитета. И есть дополнительный состав республиканского метода объединения. Вот как раз тот дополнительный состав, люди заинтересованные, специалисты заинтересованные в развитии этой предметной области. И есть на данный момент сформирован также дополнительный состав республиканского метода объединения на добровольных началах. Эти люди голосовать не могут. То есть голосовать могут только люди, входящие в обязательный состав, это представители от муниципалитетов. Каким образом будет происходить процедура голосования? Вы на электронный адрес, вот этот, высылаете письмо в произвольной форме с официального адреса вашего управления образования на данный адрес. Первый ответ, который будет в этом письме под цифрой 1, да, кандидатура
председателя, вторая цифра – кандидатура заместителя председателя, секретаря, и третье – это голосование за план работы. Либо принимаем предложенный план работы, либо, если есть какие-то предложения, мы пишем, да, в письменном виде, оформляем предложение в план работы Республиканского методического объединения. Очень важно, обратите внимание, подпись, да, подпись того лица, который отправляет данное электронное письмо. То есть это должен быть человек, специалист, входящий в основной состав методического объединения республиканского. Вот, надеюсь, они отправляют, я предлагаю сделать это электронным письмом, то есть мне не обязательно на бланке подпись. Я предлагаю сделать это достаточно просто, но если вот все-таки нам очень важно сделать скан, да, за подписью члена, то давайте за это мы проголосуем и примем такое, потому что данного в положении не написано. Угу. Ну, на мой взгляд, достаточно. Мне кажется, достаточно. Электронное письмо не скан. Да, электронное письмо с официальной почты управления образования с подписью лица, который отправляет данное письмо. Просто подпись, фамилия, имя, отчество. Не росчерк, не мокрая подпись. Фамилия, имя, отчество лица, который отправляет данное письмо с официальной почты управления образования. Что еще нам нужно сказать? По поводу обмена опытом. Людмила Сергеевна, да? Людмила Васильевна, простите. Вы говорили об опыте и о том, что вы являетесь победителем, да, нашего конкурса, и о том, что этот опыт размещается, где он нынче размещается, где его можно найти. Хочу поделиться с вами, уважаемые члены методического объединения, чтобы вы тоже были в курсе. В настоящее время запускается новый портал «Открытое образование» Республики Коми. И на нем есть раздел, «Лучшие практики». Каким образом найти этот портал? Сетевой образовательный, с сайта КРИРО можно выходить, Институт развития образования, сетевой образовательный портал, вот он, komi.edu.ru, портал «Открытое образование» в Республике Коми. Он в настоящее время наполняется активно, и есть раздел «Лучшие практики». Лучшие практики – это проект, республиканский проект, который позволяет делиться, да, тиражировать лучший педагогический опыт вот в таком онлайн-режиме. Вы с помощью фильтров задаете параметры, которые вас интересуют, по названию организации, по муниципалитету, или вы хотите найти какие-то материалы, по населенному пункту, либо свежее что-то, да, либо вид материалов, например, программа, методическая разработка или что-то иное. И выбираете, и система предлагает вам большое количество материалов, методически готовых к использованию для внедрения в практику. Все конкурсные материалы победителей конкурсов республиканских располагаются именно здесь, на этом портале с этого года, поэтому приглашаем вас к активному использованию. Вот что я хотела сказать. Если все понятно по процедуре голосования. Да, хороший вопрос, спасибо, определимся. Нам нужно сформировать состав Республиканского методического объединения до 25 июня. Да, поэтому мы оставим себе небольшой задел. 20 июня мы ждем все ваши предложения на эту тему. Еще раз повторю, предложения по председателю, по заместителю председателя, по секретарю и по плану работы. Спасибо. Да. Они, наверное, каждый из них вот какую-то свою значимость в этой должности видит. Тогда может стать председатель или сопредседатель, или председатель.
Предложение, ну, видите, в положении у нас нет понятия сопредседатель. Как члены совета, да, методического объединения, наверное, я думаю, что такое предложение может быть, и мы его будем рассматривать. Нет, он будет членом, полноценным членом совета. Но он как бы автоматически перенесется. Мгм. Это на усмотрение кандидата, я думаю, что ввести в состав в дополнительный или в основной, это уже решаемый вопрос. Мгм. Мгм. Вот, спасибо большое за внимание. Так, уважаемые друзья, у нас, в принципе, повестка дня исчерпана, но нам очень бы хотелось коротко познакомить еще с одним очень важным вопросом проведения олимпиад по нашему предмету. Я предоставляю слово Ичеткиной Тамаре Александровне, методисту нашего центра. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Дело в том, что у нас по духовно-нравственному образованию проводится уже в течение ряда лет много интересных и конкурсов, и олимпиад, конкурсов для учителей, для учеников, и олимпиад для школьников. Но вот в связи с тем, что у нас буквально недавно прошел конкурс за нравственный подвиг учителя, это всероссийский конкурс, мне бы хотелось поздравить всех наших победителей этого года с победой и назвать этих людей. Дипломом первой степени является обладатель в этом году Мишарина Вероника Александровна, учитель истории и обществознания средней школы поселка Приозерный Кировского района. Диплом второй степени у нас разделили два человека, вернее не человека, а две команды. Значит, одна команда – это коллектив авторский преподавателей колледжа искусств Республики Коми в составе Васильева Станислава Петровича, Брызгаловой Валентины Евгеньевны. И также диплом второй степени получила уважаемая коллега, которая сейчас перед вами выступала, Средитова Людмила Васильевна. Это село Обячево, Прилузский район. Обладателями диплома третьей степени стали аж три коллектива. Авторский коллектив детского сада номер 14 компенсирующего вида города Ухты в составе Мальцевой Татьяны Александровны и Акуловой Елены Геннадьевны. И авторский коллектив в составе Артеева Андрея Филипповича, Расковалова Александра Геннадьевича, Францева Михаила Васильевича города Инты, руководителей клуба «Миротворец». И диплом третьей степени также разделила Рыбина Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 12 имени Олега Кошевого. Мы очень рады, стабильно каждый год наша, так скажем, элита учителей участвует в этом конкурсе, предъявляя удивительные, интересные результаты, разработки методические в области духовно-нравственного образования наших школьников. И, конечно же, участие наших школьников в олимпиадах, оно тоже является результатом вот такого плодотворного учительского труда. Я бы хотела сказать о том, что все те олимпиады, о которых я сейчас скажу, они входят в перечень всероссийских олимпиад для школьников и имеют результат, который может использоваться при поступлениях в профильные вузы. Какие же это олимпиады? Олимпиады гуманитарного профиля, Общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры, Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», Олимпиада по светской этике для учащихся 4-5 классов. Если первые две олимпиады – это участники, которых могут с 1 по 11 класс участвовать, то вот есть отдельная олимпиада по светской этике для учащихся 4-5 классов. Многопрофильная олимпиада «Аксиос». И, конечно же, все вот эти олимпиады, они имеют свои порталы, они имеют свои положения, и в них могут участвовать все желающие.
И вот мне бы очень хотелось, чтобы мы, так как география проведения этих олимпиад у нас в Республике Коми только еще начинается, я бы так сказала, поскольку мы вот сейчас отслеживаем участие наших школ в Олимпиаде «Основы православной культуры» уже второй год. И, конечно же, ну, я бы сказала, желают лучшего географии проведения этих олимпиад, поскольку вот если говорить о прошлом годе, то в прошлом году у нас участвовала одна школа в Сосногорском районе, в этом году участвовала, значит, тоже одна школа, сейчас не могу вспомнить точно какая школа, но, в общем, не выходит на выше школьного уровня, у нас пока эти олимпиады не выходят. Поэтому стоит такая задача, и я бы хотела эту задачу сейчас перед вами озвучить, поскольку если мы с вами заботимся о духовно-нравственном воспитании, здоровье наших учащихся, наших школьников, то, конечно же, это принятие решения за муниципалами. То есть по положению, у каждой, я повторяю, у каждой олимпиады есть свой портал, положение, все разработано по существующим, так скажем, функциям, которые осуществляет муниципальное управление образования, то за ними идет вопрос принятия решения о том, участвовать ли в этих олимпиадах. Мы можем как бы корректировать, мы можем сопровождать, но принятие решения об участии – это за муниципалами. Поэтому я вот прошу вас, пожалуйста, муниципальные органы управления образования, выйдите на сайты, мы разместим в свою очередь информацию об этих олимпиадах на нашем портале, вы тоже сможете через наш портал эту информацию получить. Если вы принимаете решение, то уже вот на уровне школы, на уровне муниципалитета, победители, которые появляются на уровне школы, на уровне муниципалитета, они потом уже, если их больше 3, например, 3, да, то есть конкурс должен быть, вот 3 школы участвовало, значит, 3 победителя появилось, мы уже можем с вами их отправлять на региональный уровень, на республиканский, а уже с республиканского уровня, если у нас тоже будет конкурс, мы отправляем на всероссийский. То есть вот в этом случае мы можем, ну, как бы создавать условия для продвижения на уровень всероссийский. Вот если у нас такой уровень, такой порог мы не пройдем, мы не сможем на всероссийский уровень учащихся отправить. Поэтому наша вот как бы забота о том, чтобы расширить географию проведения этих олимпиад. И такую задачу, я думаю, нужно поставить нашему вот методообъединению, чтобы мы это направление осуществляли. Ну и хочу еще сказать об одном конкурсе, который мы ежегодно проводим, он у нас проводится в рамках рождественских чтений, регионального этапа рождественских чтений. Я тоже хочу поблагодарить всех учителей, которые ежегодно уже вот второй год у нас участвуют в рамках таких мероприятий, как рождественские региональные чтения. Тех учителей, которые у нас являются победителями нашего регионального этапа «За нравственный подвиг учителя», мы отправляем за счет средств епархии для участия еще и на международном этапе рождественских чтений. Поэтому вот я пользуюсь тем, что здесь у нас находится Людмила Васильевна, вот вам хочу сказать, что вы на будущий год, это будет 2018 год в январе месяце, будете в составе делегации. Ну и я говорю это всем нашим победителям, которые слушают сейчас мое выступление. Так вот, в рамках этих рождественских чтений мы проводим конкурс «Красота Божьего мира». Этот конкурс – это творческий конкурс, там есть ряд номинаций, но мы участвуем в номинации именно «Рисунок», поскольку там есть такие номинации, которые, к сожалению, не востребованы у нас в нашей республике Коми. Это как иконопись, роспись по, значит, фарфору там, и так далее. Это такие сложные виды творческой работы. И вот как раз участники этого конкурса «Красота Божьего мира» тоже участвуют в рождественских чтениях. Поэтому вот обратите внимание на информацию, которая придет, информационные письма будут разосланы, что такой конкурс мы тоже будем курировать. Ну и, конечно же, в этом году, в связи с тем, что у нас исполняется 100 лет со дня юбилея патриаршей под интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского церковного собора, в этом году конкурс объявлен
Вот с июня по ноябрь 2017 года он проходит, ну, «Красота Божьего мира», посвященный именно этому юбилею, столетию юбилея патриаршей и тринизации святителя Московского Тихона и Всероссийского церковного собора. Таким образом, я призываю сейчас муниципальные методы объединения рассмотреть вот эти предложения о проведении олимпиад, об участии в конкурсах, и желаю вам успехов. Спасибо за внимание. Тут вот сказали, что не было слышно, не увидела я. Надо было Леонида пригласить. Ну ладно, что ж сейчас. Ну что ж, уважаемые коллеги, все вопросы исчерпаны. Пожалуйста, кто-то желает что-то сказать? Вопросы какие-то? Ну понятно, начинаем работу, да? Все понятно, надо начинать. Я думаю, что все будет зависеть от того, чтобы мы неформально подходили, а чтобы мы действительно занимались живой методической работой, общению друг с другом, и тогда у нас будет результат. Я благодарю всех, кто сидит там, по другую сторону экрана. Успехов вам, хорошего отдыха. И с сентября мы начинаем работу Республиканского методического объединения. Спасибо всем, до свидания. Всего доброго. Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста, у вас в институте в электронном варианте есть учебник с 6 класса? Тамара Александровна. Сейчас спросим. Тамара Александровна, есть у нас учебник Студеникина для 6 класса? Что-то я не помню. Хотя бы в электронном варианте, потому что я делала заявку на закупку, да, Студеникина. А русское слово? Через издательство «Русское слово» можно заказать, да. Нет, дело в том, что, видите, В электронном у нас, по-моему, нет 6 класса. От материальных возможностей школы. Первый учебник у меня на кухне, мы его прошли, отработали, да, и вот заявка-то есть, но я не знаю, как это будет зависеть от материальных средств. Хотелось бы хотя бы один иметь, хотя бы в электронном варианте, чтобы я могла видеть, распечатывать хотя бы.